Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Горячие, срочные новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация, важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, горячие новости. Ну вот чему-то будете радоваться как ребенку. Буквально в течение нескольких дней вам какие-то важные люди как будто бы что-то прочитают, либо скажут в лицо. Допустим, как пример, да, на работе вам могут сказать, что у вас будет повышение зарплаты, либо что вас переводят на более высокую должность. Также хорошая новость может заключаться в том, что вас где-то одобрили, куда-то вас приняли, что вам там, не знаю, деньги положены. Будете радоваться, как будто бы вы ребенок. Какой-то серьезный, уважаемый человек будет вам об этом говорить. Не просто говорить, а вот по факту сообщать. Вот это уже случилось, да? Вот он приказ о твоем повышении. Вот он приказ о повышении твоей зарплаты. Вот тебе документ, и по этому документу ты какие-то блага можешь получать там каждую неделю, либо каждый месяц. Хороший такой знак. И вы как ребенок, вы поверить не можете и думаете, да как же так, да? Да как же сильно мне повезло, вот это чудеса. Тут решение уже принято, либо документы одобрены, подписаны, одобрены, там штамп уже поставлен, да, печать поставлена. Просто вам об этом сообщат в течение, ну вот нескольких дней, да, там сутки, несколько дней. Такой хороший момент, замечательный. С левой стороны показывает человека, который на себя медвежью шкуру надевает. Человек, который решил и будет вас защищать. Это может быть и мужчина, и женщина. Это уже не важно. Важно, что человек будет вас защищать. Человек либо поклялся, либо вам пообещал, может, кому-то пообещал, что вот я защищу, да, я вмешаюсь, я сделаю. Либо человек по зову сердца. Ну вот, если я не могу быть с этой женщиной, либо не могу быть с этим мужчиной, я буду его, либо ее защищать, да, пойду до конца. Человек надевает на себя шкуру медведя. Защита. Вы будете под защитой. Человек вам лично об этом может сказать, а может и ничего не говорить, просто действовать за вашей спиной. То есть в лице этого человека вы уже обрели более чем достойного защитника, либо защитницу. И поверьте, человек действительно пойдет до конца. Взятые на себя обязательства перед вами, либо перед самим собой, точно воплотит. Такой защитник вам точно нужен, и с таким защитником вы точно не пропадете. Еще горячая новость заключается в том, что кто-то о вашей тайне знает. Это не очень хорошая новость, я понимаю, но с другой стороны, вы можете придумать какие-то пути отступления, скажем так, да? Обыграть эту ситуацию, переиграть эту ситуацию. Человек, возможно, вам будет предъявлять, что типа, а я все знаю, а я про тебя все знаю, да, а я знаю твою тайну. А вы вот какой-то ответ придумайте, либо придумайте, как это все переиграть. Человеку ваша тайна стала известна, потому что у вас ненадежные друзья. Вас просто предали, да? Вы с какой-то подружкой поделились, либо с какой-то родственницей поделились, а человек специально пошел и рассказал. Вот задумайтесь, вы же ведь точно знаете, с кем вы тайно делились. И человек там, скорее всего, клялся, что я могила, я никому ничего не скажу. И человек специально же, буквально в тот же день, либо на следующий день пошел и вас предал. Вот. А этот дурной человек, значит, с вас просит. А вы придумайте, вы наперед уже знаете, вы придумайте, как вам там выкрутиться. Тем более я вижу, что можно. Можно все переиграть, можно все обыграть, и можно вот сухой выйти из воды. Вот так мне показали. Это очень неприятно, но зато вас с неба предупреждают, чтобы вы могли все изменить.
Дальше горячая новость о том, что какого-то человека коронуют. Человек, которого вы либо не знаете, либо плохо знаете. Вам этой новости бояться не надо, потому что человек более чем достойный. И этот человек никого не будет обижать. Наоборот, он будет с достоинством, с уважением относиться к своим, например, сотрудникам. Да, если на работе у вас новый начальник появится, то будет относиться с достоинством, с уважением к своим сотрудникам. Если это какой-то новый там чиновник, управленец, ну, служащий, не знаю, может быть, какой-то высокопоставленный, то человек не зажрался, и человек очень хорошо делать свою работу будет и будет уважать и ценить других людей. Так что бояться этого не надо. Возможно, об этом человеке там сплетни будут, слухи ходить, но человек очень хороший. Плохого точно не будет. Еще одна горячая новость о каких-то переменах, которых никто не ждет. Но эти перемены, они несут облегчение, но облегчение временного характера. Как будто бы где-то что-то прекратится, перестанет, не будет действовать. На время затишье, на время идет. Но этого времени достаточно, чтобы перевести дух, чтобы восстановить силы, чтобы прийти в себя. Может быть, не знаю, там подорожание обещали, но его отменят на время. То есть в этом месяце подорожания не будет, но зато в следующем будет. Да, вот как-то так мне идет. Может быть, еще с чем-то связано. Да, это всего лишь был пример. Новости хорошие, событие хорошее, но оно всего лишь временного характера. То есть время пройдет, и опять все как бы поменяется, либо назад откатится. Воспользуйтесь этой передышкой в своих собственных целях. Восстановите свои силы и, может быть, какие-то действия, да, на будущее совершите. По поводу мужчины горячая новость. За этим мужчиной вот как будто бы какие-то люди бегают, что-то ему предлагают. Мужчина этот вам не чужой. Это, возможно, ваш мужчина, любимый мужчина, сын, брат, отец, зять, может быть, ну, родственник мужчина. Как будто бы он долго был в неудел, как будто бы долго никто им не интересовался. Наоборот, ему везде как бы двери были закрыты. А теперь все резко меняется, прям, как, знаете, молния ударит. И за этим мужчиной прям все начинают бегать, все его хотят, все хотят с ним, не знаю, поработать, посотрудничать, дела вести. Здесь мужчина как будто бы на расхват. Вот. И мужчине, конечно, будет тяжело, потому что нужно будет выбирать, а выбрать есть из чего, да? Глаза прям будут разбегаться. И, возможно, как раз-таки мужчине будет нужна ваша помощь, ваш четкий, трезвый взгляд на ситуацию, взгляд со стороны. Вот, помогайте, обязательно помогайте. Не ждите, пока попросит, сами помогайте. Да, очень много людей за ним будут бегать. Вот мне идет, что что-то предлагают ему. Если вы мужчина, готовьтесь. Отбою не будет от людей, которые вам что-то будут предлагать. И вам будет тяжело выбрать. Так, еще говорят о том, что скоро какие-то возможности для приобретения чего-то откроются. Что-то можно будет приобрести, купить очень выгодно, прям супер выгодно. Сезон скидок, допустим, либо на что-то конкретное цены упадут. Там не просто так это происходит. Там либо сезонность, либо, не знаю, может, распродажи какие-то. Что это, не могу понять. Ну, на что-то очень сильно упадут цены, и можно будет очень выгодно что-то очень хорошее приобрести. Выгодно за небольшие деньги и пользоваться в удовольствие и радоваться тому, что вы так круто сэкономили. То есть, допустим, если вы задумали какую-то покупку, как раз-таки самое время, цены упадут, вы можете приобрести. Да, интересно показали. То есть держите руку на пульсе, проверяйте, не знаю, там интернет-магазины либо обычные магазины, где вы там хотели купить. И я вижу, что здесь будет тоже много возможностей, и вот дешевле уже не бывает. Как-то так цены будут поставлены. Дальше. А вот здесь показан шок и ужас, потому что вам кто-то признается в любви. Ну, понятно, что женщине мужчина признается, а мужчине женщина. Вы с этим человеком, ну, то ли вообще не общаетесь, ну, как бы знаете, может быть, там визуально в лицо знаете, и не общаетесь. Либо, наоборот, вы общаетесь, но как-то очень мало и по-дружески.
И тут вам этот человек начнет прям на серьезных щах рассказывать, что я так сильно тебя люблю, что только ты мне нужна либо нужен, и вообще жизни своей не вижу, и вот хочу быть с тобой. И вы в шоке, вы такая думаете, ничего себе, а что мне делать с мужем, да, либо что мне делать с женой, что ты мне тут рассказываешь. Вас так это прям заденет. И с одной стороны, как бы приятно, да, что вас любят и вам признаются, а с другой стороны, ну, это не тот человек, с кем бы вы хотели связать свою жизнь, да, не рассматривали, никогда об этом не думали. В принципе, считали, что ну, просто знакомый человек, ну, какой-то там рандомный мужчина, либо рандомная женщина. А тут на тебе, да, такой поворот. И человек достаточно такой приставучий, прям пристанет к вам, будет просить ответности, либо вот скажи, я хоть тебе нравлюсь. И вы такая, да отстань ты от меня, ну что ты лезешь, да, не смущай. Даже придется как-то отбиваться от этого человека. Возможно, человек примет лишнего, да, и поэтому такой разговор завяжется, да, человек осмелеет, опять же, чувства нахлынут, и человек себе позволит. Может быть, в трезвом состоянии этот человек никогда бы об этом не сказал, так бы и любил вас тихо, молча, в тайне. А тут, да, придется даже отбиваться, либо кого-то приглашать, звать, чтобы вам помогли, да, вот успокоить этого человека. Тут чуть ли не предложения вам будут делать. Ну вот, узнаете, что вас кто-то любит. И любит, кстати, давно. И тайно. До поры до времени. Еще показан момент, где вот людям помогают какое-то место, организация, может быть, люди, там, волонтеры там, собрались и помогают. И вам об этом станет известно, вам какой-то добрый человек об этом сообщит. Не откладывайте визит в это место в долгий ящик, потому что там либо перебои могут быть с этой помощью, да, может быть, там вот раздали все, что было, да, и закрылись, пока там новое пополнение не придет. Либо там, может быть, записаться нужно заранее, изначально вам назначат день, когда вы придете, получите свою помощь. В общем, как только вы узнаете, сразу ноги в руки и туда. Иначе потом вам немножко обидно будет, да, что вы проморгали свой момент. Да, там действительно помогают, но, опять же, возможно, ресурсы нужно пополнять, помощи, да, либо нужно заранее записываться. И чем раньше вы туда обратитесь, тем быстрее вы помощь свою получите. Ну, вот какие-то социальные моменты, волонтерские, филантропские, да, может быть, какое-то специальное учреждение, организация вот, помогает. Деньги, ресурсы, какие-то блага раздают, как-то так показано. Но нужно сразу обращаться. Еще вы узнаете о какой-то паре, пара мужчина и женщина, то ли они жениться будут, то ли просто расписываться пойдут. А вы даже и не догадывались, что они вместе. Ну, либо вы не интересовались жизнью этих людей, вы просто знакомы, и как-то вот за это разговор не заходил. А тут они вам такие говорят, а у нас там свадьба, или у нас роспись, приходи. И вы такая, ничего себе. А как это вы скрывали? Вы очень порадуетесь за этих людей, потому что они действительно очень хорошие, очень хорошо смотрятся вместе. Замечательная пара. И ну вот если вы пойдете на их мероприятие, то и праздник будет тоже очень такой душевный, спокойный, умиротворенный, прям удовольствие получите. Вот. А вообще, в принципе, вы умеете за других людей радоваться, и вот в очередной раз вы это поймете. Действительно, очень хорошая пара. А вот здесь показан человек, который с вами свяжется и сообщит, что он добился результата. Я не могу сказать, кем приходится вам этот человек, но вам будет очень приятно это услышать. Может быть, это человек ваш родственник, может быть, это человек просто ваш знакомый. Может быть, этот человек, он должен там для вас был что-то сделать, да, взял на себя обязательства. И этот человек с вами свяжется и скажет, что результат уже получен, да, либо вот результат, у нас все получилось, да, либо вот все случилось. Скорее всего, по телефону будет разговор. И этот телефонный звонок вам так запомнится, поднимет вам настроение, прям прекрасно себя будете чувствовать. Дальше здесь показан какой-то волк на сломанных ногах. Как волков поймали. Возможно, какого-то преступника поймали. Может быть, там
там, где вы живете, да, какой-то человек промышлял преступлениями, был угрозой, и вы, например, там переживали, да, что мало ли встретиться, да, либо, не дай бог, вот как детей там на улицу отпускать. И волку ноги сломали, то есть, скорее всего, пойман был человек, пойман и обезврежен. Вот этой новости вы больше всего порадуетесь, вот серьезно. Потому что как камень с души упадет, да? Не нужно больше так сильно переживать и так сильно бояться. Если, не дай бог, там у вас какие-то были моменты, что у вас там украли что-то, либо вас обидели, то вы получите новость, что обидчик был пойман и теперь ответит по закону. Ну вот прям видите, волк худой, со сломанными ногами, лапами, да? Все, уже не побегаешь, уже ни на кого не поохотишься, не нападешь. Здесь какие-то разные лошадки у вас показаны. Либо для вас, либо для кого-то из ваших близких. Ну, лошадь — это все-таки про работу. У вас лошадки разные. Маленькая, какая-то странная лошадка, какая-то лошадка на длинных ногах. То ли вакансии будут открываться, то ли вам кто-то сообщит информацию о доступных вакансиях на разные должности, на разные позиции. Еще, знаете, можно будет там поперебирать, повыбирать. Может быть, даже вы куда-то обращались, в разные места рассылали свои резюме, и вот получите ответ, что вас будут приглашать на собеседование, вы еще будете думать, вот куда я пойду, куда я не пойду. Да, сможете немножко повыбирать, поперебирать. Ну, либо ваш человек близкий, да, кто искал работу. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.